Я пришла к психиатру. Ой, знаменитый псих Республики Башкортостан пришел к знаменитому психиатру, к Беляевой Альбине Альбертовне. Вы знаете, что вообще Альбина Альбертовна работала в психиатрической больнице Базилеевке. Это знаменитая психиатрическая больница Республики Башкортостан, где лечатся от психических расстройств и заболеваний высшие чины Республики Башкортостан. Я слышала, что там вообще депутаты лечатся, это правда? Ну, такие вещи мы не будем разглашать. А, да? Конечно, это же Но определенные такие слухи ходят. Пусть они дальше ходят. Лечить нервы, да, вообще надо комплексно. Вот какие-то вот проблемы с нервами, да, вот, допустим, у меня какая-то депрессия, да, вот депрессию Альбина Альбертовна говорит, одними разговорами все-таки не вылечишь. Это надо комплексно подходить к этой проблеме. Вообще к любой такой психологической проблеме надо подходить комплексно. Это значит лечебная физкультура, лечебный массаж, спорт, разговоры с Альбиной Альбертовной, иголки. И вот это все практикует Альбина Альбертовна. Представляете? Между прочим, я очень много повидала всяких психотерапевтов. После того, как вы мне сказали, что я псих и я ору постоянно, я начала ходить искать хорошего психолога, да. И вот, прикиньте, ни один психолог так комплексно не подходил к моей проблеме. Голова – это центр управления, центральная нервная система. Обязательно. Поэтому, когда мы начинаем заходить в терапию, потому что депрессивное состояние бывает и тяжелое депрессивное состояние, к сожалению, без медикаментов же не вылечишь. То есть есть определенные провалы нейромедиаторов, которые нужно, так скажем, поднять. И вот когда происходит уже баланс, восстанавливаться, вот здесь нужно убирать проблемы, которые сделала тревога и депрессия. А как правило, это все откликается в теле. Комплекс тела тоже нужно снимать, чтобы восстановить связь между телом и душой, как я всегда говорю. Вот так головой. вот. Так. Поэтому, когда выбираете психолога, немножко прислушайтесь, что вообще психолог вам предлагает. Вот то, что Альбина Альбертовна предложила, мне еще ни один психолог не предложил. Я чувствую, что я из психа превращаюсь в спокойного, уравновешенного человека. Когда выделяется большое количество адреналина, то есть это же тоже психоэмоциональный. Да, у меня, оказывается, много адреналина вываливается, выходит. Нужно высвобождать. И он высвобождается путем, говорю, физики. Правильно, как ты сказала, то есть это должна быть физкультура. Почему я отправляю на физкультуру, на активные телодвижения, там это бокс, это тренировки, это бассейн, вот. И еще почему в теле? Ты же заметила, я делаю больно. Альбина Альбертовна любит делать больно. То есть это идет колоссальный выброс адреналина. То есть берется, ставится триггерная точка, да, импульс, раз и выбрасывается. За место адреналина у нас выделяется эндорфин. Умиротворение, спокойствие. Почему после процедуры спать хочется? О, вообще как заметила, да? То есть облегчаешь, спокойствие такое. То есть так это поебени фене, как я говорила. Поебени фене! Это мне нравится! Сейчас Альбина Альбертовна будет делать мне больно. Она обожает это дело. Аккуратно делать больно. Она, между прочим, делает больно очень крутым чувакам Республики Башкортостан, очень крупным бизнесменам и очень крупным политикам Республики Башкортостан. Они к ней ходят сюда, между прочим, и она им делает больно специально еще. Ой, сейчас я тебя там согласие. Да, с их согласия. Они любят, когда им делают больно. Ну, кто там сидит. У меня после тебя будет женщина очень тяжелая, тяжелая в плане психики была. Она в свое время, 7 лет назад, попала в автокатастрофу. Были определенные проблемы соматического характера, но она настолько зафиксировалась в страхе, что на фоне вот этого стресса просто тело отказалось ходить. Псевдопарализация. То есть тело перестает ходить. Ко мне она пришла уже спустя энное количество лет. Она ужасно хромала, все тело перекосилось. И, естественно, на фоне вот этих, так скажем, переживаний, тело само по себе тоже, так скажем, атрофировалось, гипотрофировалось. И, естественно, мы сначала начали лечить психику, подотпустили ей страхи, теперь занимаемся исправлением, что сделала психика. То есть изменением уже осанки, сколиоз, лордоз, кифоз. Не думала, что она выйдет, если честно, но она начала у меня ходить. Терпимо? Да. Знаете, что такое? Это током бьет. Током, да. Да. Бьет. А то люди сейчас не поймут, что тут делают. Просто человек, не почувствовав, это не поймет. Да. Это вот с виду смотрится, что я просто в перчатках вожу по телу. То есть исправляю сколиозные моменты. Понятно, что там нужно часто и регулярно, зато эффект хороший.
Также используется в лечении полинейропатии. Полинейропатия – страшное заболевание, когда отказывают нервы. Это как? Ну, просто перестают нервы питать тело, и у людей появляется вот слабость, онемение, покалывание. Это бывает на фоне перенесенных операций на позвоночник. Также бывает полинейропатия на фоне сахарного диабета. Я же с глубокой психиатрии начинала, с серьезных психических нарушений, где видишь всю боль. От этих вещей никто не застрахован. Нужно понимать, что каждый человек может открыть дверь, которая должна быть закрыта. Поэтому в хронической тревоге, в напряжении, в подавленном настроении, утрировании ситуации. Подумайте, чем это может грозить. А также еще нарушение сна. Вот у подростков очень часто все начинается с нарушения сна. Какая-то стрессовая ситуация, да? Не поспали 3-4 дня. И вот тебе, пожалуйста, психоз. А если уже психоз, то нужно понимать, что это только лекарство. Ни одно серьезное психическое расстройство не лечат психологи. Это только психиатры. Голоса, бредовые идеи различные. Не бойтесь, обращайтесь к психиатру, чтобы не было потом последствий. Я вообще очень сильно ругаю родителей, я очень сильно провоцирую, потому что то состояние, которое можно было там решить в первые месяц-два месяца, они иногда приводят спустя год, когда там у подростка уже сформировался глубокий дефект, то есть хронические стойкие галлюцинации. Представляете, что такое слышать галлюцинации? Кстати, по психосоматике мышечная фибромиалгия спины – это обесценивание самого себя. Да? Угу. Это значит, что я себя обесцениваю? Ну, значит, в каких-то моментах да. Да? Да. Недостаточно себя хорошей считаешь. Мы же, как всегда же, стремимся, чтобы лучшими быть, еще. То есть не хвалим себя за какие-то моменты. Обесценивание. Женщины себя настолько сильно не любят, да, то есть они позволяют длительное время жить в манипуляциях, да, в определенных, вот это модное слово, как говорю, абьюзерские всякие отношения, и приходят уже в запущенном состоянии, когда уже депрессия в выраженной степени, говорю, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до мысли о нежелании жить. Хочется пожелать женщинам, чтобы они не смотрели и не слушали слова окружающих. Вот именно, а кто ж скажет. Потому что многие в районах живут, а что скажут люди? Да. Типа, куда я уйду? Там? Ну, потому что так воспитывали Так терпеть. Да. И в результате очень много мужчин, понятно, что абьюзеры и среди женщин есть, и очень много, это да? очень редко. Сейчас это много, кстати. Да. Я именно хочу затронуть тот контингент, который живет далеко от столицы. То есть там вот как раз-таки они терпят мужей-алкашей, которые занимаются рукоприкладством, да. В результате, говорю, когда ко мне приходят женщины, мы имеем микс. То есть мы имеем помимо депрессивного состояния нарушение еще органики. Вот эти частые побои ведут, это же тоже как черепно-мозговые травмы. То есть нарушается структура, целостность головного мозга. Не допускать, терпеть, быть терпилами, так скажем, да, чтобы мужчины издевались. Или женщины терпят вот эти постоянные измены, да. Тело всегда скажет ответ. Поэтому такие женщины начинают выглядеть старо, поэтому они полнеют. Вот, то есть вот это кортизоловое ожирение, жир набирается, так скажем, это обиды же тоже определенные. Каждая органная система, они отвечают за ту или иную обиду. Мужская обида – это органы матки. То есть это миомы, это воспаление яичников, понятно? Это вагинозы, это кандидозы. Вот это называется обида на мужчину. Это ведь получается психосоматика говорит об определенных проблемах ну как бы так скажем, с металлкой, что женщина очень много позволяла и позволяет себе терпеть. И вот как быть этим женщинам? Не бояться Никто обращаться. не Не бояться обращаться. Не бояться. То есть вот когда я по районам ездила, бич районов, не дай бог, кто узнает, если я пошел к психиатру. Понятно, что не все психиатры лечат комплексно, как я, потому что я еще и соматику лечу, и органику лечу, и неврологию. Но нужно понимать, что нужно убрать первостепенную причину, нужно убрать вот этот дофаминовый, серотониновый провал. Женщина должна жить в балансе. Запомните, женщина должна жить в балансе. Вот у нас 4 стороны, да? И эти 4 стороны должны быть заполнены. То есть саморазвитие, да? Хобби обязательно, семья и работа.
А у нас что в основном? Либо это работа на 24/7, Да. либо это домохозяйки 24/7. То есть никакого ни саморазвития, никакого хобби. Женщина теряет смысловую определенную нагрузку, что она должна быть не только матерью в семье, но она должна быть еще и иметь роль сестры, роль жены, роль любовницы. Ну все, с вами была знаменитый психотерапевт, психолог с большим опытом работы Альбина Альбертовна. И башкирская домохозяйка, которая лечит свои нервы. У меня тут спецзаказ. Что, уже готово? Да. Ай, спасибо. Я же вам это принесла, блядь. Что? Интернет маленький. Свою этот, как там его, свою продукцию, коллаген себе. А сырым белконы, маланка, или Что? коллаген. О май гад. Я в следующий раз вам это толстовку принесу, а то бечать. Разберемся долго, когда вы напарали. Нейдарында. Үч кучмаки и кастыбы. Только бы сыпки на сахар. Мне, кстати, банан алам. Бunda вообще на темде. Вот. Көрдегенме? Вообще на темде. Хорошо. Это, между прочим, вот этот вот человек, что будет мне делать это, груди-то. Поэтому я ему оставлю один учпучмак, так и будет. Чтобы он мне это кривые не сделал. Вот А то... это за одну грудь. Да, это да, один да, вот ладно, так да, ладно. решусь. Ладно, второй дам. А то, блин, сделает мне одну поменьше, одну вот такую Не обвисшую. надо, блин. шучу. Кто его знает? Хороший сделать. Ладно, давай. Так уже быть, блин. Давайте, вот. Это чтобы у меня одинаковые, ровные, красивые груди были. Все-таки вот от этого же человека зависит красота моих грудей-то. В сентябре будем делать Аллариса. Вот так. Так что ждите. Если вдруг некрасивые груди будут, вот, спрашивайте с него. Милюша, скажите, пожалуйста, как нужно пить этот коллаген? Спрашивайте вот у врача. Можно кратко ответить? Человек учился 7 лет. 10. 10? 10 лет учебы. 10 лет? Да. Поэтому я научился кратко отвечать. Ага. По инструкции. По инструкции. Пейте по инструкции, все там написано, Галия. Спасибо. Спасибо за кастыбы и учпучмат. Рахмат. Вообще очень вкусно здесь готовят. Я здесь, между прочим, заказываю, да, и это потом домой приношу и всем говорю, что это, между прочим, я сама делаю. Я говорю, я сама пекла. Так вру. Итак, короче, друзья, мы едем с Салаватом на съемки «Война» к одному человеку, который увел у своего лучшего друга жену. Представляете? Мы специально напросились к нему, типа нам надо снять вайн. Но на самом деле причина снять контент с человеком, который увел жену у лучшего друга. Ждем трэш-контент. Ты не знаешь эту историю? Я думал, это постанова. Нет, это не постанова, как ты чё? Маркетинг, типа. Идеально аптапара. Конечно, сын БТС. А ты думаешь, это что, Я думал, они этот шоу делают такое мощное. Нифига себе мощное шоу. А может, нас действительно провели всех? Я тоже так думал. Ну, сейчас, короче, узнаем. Все узнаем, разузнаем. Итак, короче, Тустар, мы на месте. Здесь работает этот чувак, который увел жену у своего лучшего друга. Сейчас вы узнаете, кто этот человек. Как раз рыбка. Какая зим. Ты меня не узнал? Вообще, я последний раз тебя видел, когда я полная влога. Полная? А сейчас вообще Че, как? прям модель. Модель. Красивая, да. Я модель, дорогие друзья. Так вот, вот этот вот человек увел жену у своего лучшего друга. Как так получилось, что вы увели бывшую жену у лучшего друга? Давайте зайдем там, полно конкретно все расскажем. А почему не здесь? Тут ветер мешает. Ага. Он боится, что сейчас мы громко начнем рассказывать, и вся Уфа узнает, что он увел жену у лучшего друга. Это что, Эдуард, это твой, что ли? Да, мой барбершоп. Цитадель. Пожалуйста. Как жизнь? А? Пожалуйста. Я уже дарил. Всех клиентов отменил, чтобы вы там... Молодец. Ты что, зачем отменил всех клиентов? Ну, чтобы нормально видосы сняли. Вот видите, вот этот блогера поймет, доктор. Эдуард давно вообще знакомый. Он тоже блогер и ведет свой бизнес. Прикиньте, барбершоп у Аска. Я даже не знала, что у него есть свой барбершоп. И еще купил себе новый дом. И у него еще и квартира есть. И еще про квартиру ипотека алга юридическая. Больше не надо говорить. А что? И у него дядя вообще очень крутой чувак в городе Уфе. Кто именно, не будем говорить. У него вообще крутые связи. Привилегированный блогер.
города Я Уфы. больше не блогер, Леша, у меня аккаунт заблокировали, все. Почему? Навсегда вот так просто бан прилетел. Из-за чего? Из-за того, что ты увел жену Походу, лучшего да, друга? Наверное, это он так сделал. Вот. Это Зигатинский на тебя жаловался, и Паша, блин. Ну все, короче, безвозвратно, теперь у меня аккаунт нет. Новый заводи! Ну да, я думаю, сейчас вот новую начать. Демеке, без фатали дарила утром, Конечно. новая возможность, новая страница. Конечно. Значит, так и должно было быть. Поэтому подписывайтесь на мою новую Да, страничку. вот сразу же сходу, вот новая страница Эдуарда Великого. Подписывайтесь, может тебе по-другому надо там написать, шапочки профиля. Я человек, который увел жену лучше. Блин, давай рубрика «Келели голый правда». Мне надо раздеться? А, давай. Давай. Да, тебе раздеться, а что, почему нет? Нет, давай. Нет, ты раздеваться и не можешь раздеться, что Да, я ли? чуть-чуть толстый. Китель, как он вместе толстый, постоянно буду, короче, не макелю. Зарина, Если ты толстый, то вот, детокс-программа от компании легко, короче, ты сможешь... Это новый продукт Милюша Да-да-да, Да. ты сможешь, короче, избавиться от отеков, у тебя будут, Да. короче, шлаги все твои уйдут. Лишние вот эти вот жирочки тоже могут уйти. слушай, может, действительно это голая Голая. правда Акилям это? Давай. Когда? А? Когда? Бывшая жена бывшего твоего друга Акилям? Ну, если я попрошу, приедет. Салават говорит, что на самом деле это постанова, что это вы сейчас шоу делаете, Кстати, чтобы раскрутить ну, аккаунты, вот. там Да, туда-сюда. вот, кстати, многие так думают, что типа вот вы это все хайпуете, пиаритесь. А я- Мы реально встречаемся. Я не знаю, Милюша, но вот так вышло, и... Ну как так вышло, блин? Не Вот я- мы, блин. Ну, я тугой, брат. Вот, Да? ну, сердце не прикажешь. Вот я до сентября, вот август-сентябрь, Ларда прям вот так обратно сводил. А, ты еще пытался сводить Да, их? конечно, я всех обратно сводил. Помирить. Да, помирить. В итоге, ну, вышло как вышло. Короче, Эдуард Великий пытался мирить, но не получилось помирить их. И решил сам уже жениться на ней. Но это никакой не хайп, реально. Не хайп, да? Нет. Салават, это не хайп, между прочим. Да? Да? А то какие-то правила, Салават, это постанова, это хайп, ты не верим ты. Ну, хороший маркетинговый подвод, да? Ну, если так, то да. Вот это же жалко, бляха-муха, стричь. Это чё Ты ты- представляешь, чтобы шоу Вайна Тширожисен Зарина Мелона Ментуги дала. Прикинь, чтобы вот эта сумка... Это сумка, что ли? Это... Я думаю, парик, что ли? Чё это ты, Эдик? Меня сестер, какие сестер, ужахла у меня баша. Айда. Мусор... Ну, Не, мусор. Қай мусорка на ауханмела. Подожди, сығарма. Или стекені сімеге. Мусор... Сестер біріне еғырға мастыма. Милеша, посядь по вайну, потому что битейка тише. Ну да. Бляха-муха, тогда нет, не надо меня. Лучше уж сумка, ну да, должен на кишницу ты имеешь. Эдик, не аяғы юнтер түгілмі? Покажи-ка. Блин, вот она аяғы юнтер. А что, будете брить, что ли? Нет, мы не будем брить, не мекей. Давай можем побриться. Не-не-не, да, давай меня как будто. Мне ботом арахна, я там, да. Это такой вайн. Да там твои ноги только нужны. Вы уже как такой куляваш, он такой. Женатый человек, нельзя. В смысле? Ты хочешь сказать, ты уже женился на ней, что ли? Еще нет? Собираешься? Да, конечно. Не рассказывай. Все узнаете в голой правде. Пока ничего мы вам не скажем. Блин, это какого черта был далекий колбаса на А что мне Зарина, бәләкей ең бәләкей алтыны? Ты тебя мне показала по размеру. Ну шо, шо бәләкей ең В бәләкей? смысле был Зарина далекий я был? По вайну шулай. Ну, Иргешина уже была, что ли? Қайдан білемін. Смотри, Смотря кімдікі шулайынды. Анда шулай размер. Шулай ма? Бұл вайна шулай, Олег. Сейчас скажу. А подумайте, что Эдик такой шулай размер. Потому что Эдик... Барин Зарина, первый побольше колоса. Еще поменьше океля. А Зарина тот киллер. Давай троих сделаем, это очень прикольно. Тройничок. Думаешь? Конечно. Бұл қарайындағы, ты порно түсірген кіші, уже сразу тройничок деп хабар келе береді. Бұл профессиональный порно түсірісі, ем біле мұсың? Эдик евреев, что был порно түсірген. Рьяна Гуровна. Он порно түсірген, представляешь? Уфала. Прикинь? Так что, если спрос буха, Так что, если захотите делать в бане тройничок, то был Киля түсірген. Ты снимался или снимался? снимал тебя. Он снимал и снимался. Блин, ну коли сестеры Я не вообще? знаю, там... О, боже, Всякие- это что, борода, что ли? Там всяких артистов, короче, они все В равно. смысле артистов? Не ты артистов-то. Подожди, все, скажи. Ильгиз Абдрахманов. Ёбарасың. Ну что ли? А вы интим-стрижку не делали, наверное, да? Нет. Это что, интим-стрижка-то что ли? Нет, нет. Че, халперим? Давай халпирами куда делать? Ну да не надо меня, ах, ты что, давай фаран набери. Господи.
Ну фу, интегратор, неме, куда деваться? Так, был седой комик, Кем седой мына? Кем седой мында интим стрижка иштеп кетти. Хазыр ушул интим стрижка менин үстүмө коюлат. Эдик менен торуп алган. Хазыр Эдиктин бир немесин мүнтеп таштайбыз. Мы отомстим за Зигазинского. Зигазинский, я сейчас за тебя отомщу. Эдиктин бир немесин йолкуп таштайбыз. Мына ол уже азыр тура, көрдүңүзбү? Барбершопта новые услуги, Миляша. Можете записаться, Миляша, по Гелеферге, интим стрижка. Интим стрижка иштейм. Дорого, очень дорого, очень. Господи! Эдик! Я никогда не думала, что я доживу до этого времени. Я тоже никогда не думал, что Миляша это будет О, фуля, блин! Еще полминуты стреляй! Боже! Это знаешь, как со стороны выглядит? Это точно Салават. Ну ты, офтап порно düşürürsün, bak уже üstüme benim battı, блин! Я күлерге ярамай, бля, кабылға. А прикинь, ауылға түшірә. Зато прикольно, главное доиграй, Миляша. Да, я доиграю. Гүзәл, еремін пожалуйста, менің бабайымдың боттарын härмәніп, юндәт. Все хорошо. Ошо айтып работаю, ошлай. Ошо уровень-то нормально ма? Вот на этом уровне и на каста пішірмәге даже. Ага, все. Все, так, готовы? Б, И, К, С, поехали. Руку уберешь? Несек почти в рот. Вообще сейчас буду себе... Прикольно, еще опять. С первого кадра. Оставляем? Оставляем. Вот и все, дорогие друзья, мы отсняли 5-секундный ролик, к которому готовились часа 3. Потратили около 3000. И еще Эдиктің арендаға алдық барбершопын. Он отменил всех клиентов. И еще Эдикті раздели. И бот арахын härмәді. Представляете ма? Я могла подумать год назад, что мен Эдиктің ботының арахында ятасақмын и härмәйесәкмін аны. Я тоже не могу. Не могла? Я тоже не могла. Мы, короче, податым Эдик höйләшербез яна. Давай. Асан нитәгә. Но я нитәгә Гүзәлмен höйләш. А вдруг Гүзәл против будет? Скажешь, вы что, одурели, что ли? Ну ладно, что, это же кылык-то. Что такого-то? Вообще не понимаю, кто курка всякие намерда. О, блин, видим, пасабы да юндер, что это Эдиктің. С утра себе чай налила, да, и даже ни разу не глотнула его. Надеюсь, вы ждете мою рубрику «Голая правда». Ну, конечно, многие не знают Эдуарда Великого и его девушку, и кто такой Зигазинский, тоже многие не знают, но у них очень интересная история. Сейчас я вас научу готовить офигительно прикольное блюдо. Новинка. Я сама в интернете прочитала. Впервые буду готовить. Но я думаю, получится просто бомба. Что-то хотя бы необычное. А то, честно говоря, вот каждый день думаешь, что готовить. Сейчас в интернете вообще очень много рецептов, конечно. Готовить не хочу, честно говоря, да. Хоть целый день можно на кухне провести. Раньше все-таки, блин, вот целая кастрюля огромный, этот бишбармак у нас в деревне готовила бабушка, да. И мы этот бишбармак, да, замораживали в большой кастрюле на улице. И целую неделю мы жрали его. Только этот бишбармак занесем в маленькой кастрюлечке, да, и гриль кушаем, на завтрак, на обед, на ужин. А сейчас, блин, если ты вчерашнюю еду подогреешь, уже, я это не буду, что-нибудь посвежее нету. Прикиньте, вот как бы шашкам был. Я вот эти 90-е помню, это ужас был. За сгущенкой стояли километровой очереди, да, 3 часа. И вот эту банку сгущенку мы потом шли с братишкой пили, да. И у нас такое наслаждение было. И мне казалось, что ничего вкуснее нету этой сгущенки. А сейчас, ой, это невкусный, это мне надоело, это что-то испортили. Мы очень хорошо едим, очень. Поэтому, когда прежде чем ныть, да, что плохо живем, надо вспоминать вот эти 90-е годы. Охренеть, я как вспомню эти 90-е годы. Дома шаром покати был, шаром покати. У меня было пальто красное, да, вот такое вот. Оно мне короткое было, я помню до сих пор мама мне вот так чик, вязала эти рукава, чик, прикиньте.
Ой, блин, вот было время. Ну, короче, друзья, сейчас я вас научу офигительно прикольное блюдо готовить. Для этого понадобятся нам тефтели, любые. Вот, у меня здесь куриные тефтели вот готовятся. С овощами буду готовить. Это как тефтели. Помните, мы готовили же суп с тефтелем. А это второе блюдо с тефтелем. Вот я уже овощи почистила. Для этого блюда нам понадобится картошка, морковка, болгарский перец, лук. И все. И тефтели. Тефтели я вот заранее чуть-чуть подсолнечное масло налила и поставила жарить. Вода у него появилась, потому что я замороженные поставила. Бля, масло горит! Люба мой! Все, не гори. Не гори, прошу тебя, не гори. Итак, короче, друзья, я вам этот один момент забыла снять. Вот, тефтели, они приготовились, я их убрала с кастрюльки, да. И туда же в кастрюльке добавила теперь уже этот лук. У меня времени не было, от Паши дайте пурану, да, вот смотрите. Потом к нему, да, я добавлю овощи нарезанные. Болгарский перец, короче, нарезаем. Морковку, картошку. Севен! Кыш! Ну все, Севендар пошли. Сезон севенов начался. Действительно, сезон севенов и комаров. Я же еще, друзья, параллельно готовлю лапшу. Суп-лапшу, потому что у нас Альберт без суп-лапши не может. Вот у меня какой бульончик красивый. Я тут накидала целиком лук, как всегда, морковку через терку пропустила. Сейчас лапшу кину и все. Аллах акбар. Супчик готов. Самый легкий суп — это суп-лапша. Много ума не надо. Все умеют готовить. Самое главное, чтобы лапша была хорошая. И все. Вот и все. Супчик готов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я лапшу закидываю, да, потом у меня скипит, я сразу выключаю. Сразу же. Потому что лапша слишком тонкая. Татарскую лапшу вообще быстро готовить. Это вот бишбармак. Надо постоянно мешать и долго готовить. Это как татары. Долго не думают. Быстро принимают решения, на лету схватывают, молодцы. А мы, башкиры, нам же долго надо. Мы же все-таки такие крепкие орешки. Я просто уснула, блин. Давно бы уже приготовила. Лежала, думала, 5 минут полежу, блин. И все. Уснула, блин. Так, отправляем болгарский перчик. К болгарскому перчику у нас сразу же отправляется морковка. О, Батас, у меня суп. Тут надо выключать уже. Все, блях-муха. Скипела, блин. Бисмилlah, все. Суп сварился, боже мой. Если у меня будут, дочки, то я хочу их назвать Ясмина и Айхалу. Айгулу? Ага. Вот молодец. Башкорты синдаров, татары синдаров. Они всякие там... Рудольф, Альфред, А ты знаешь, что Рафаэль. тебя папа хотел Вальдемар. Вальдемар назвать? Прикинь. Представляете, вот так. На УЗИ же мне показал мальчик 3 раза, что у меня будет мальчик. И Альберт хотел назвать мальчика Вальдемаром. Представляете, на полном серьезе, между прочим. И Хайням сказала, если назовете Вальдемар, пойти в тюрьму. Вальдемарыңды култығасыңа қыстырып қайта берме, чтобы. Тигейне Альберт передумал. А у меня первого мужа звали Рафаэль. Ну это же не башкирские имена. Нет, конечно. Но он и не башкирин был вообще-то. Да, он кто? Он русский был. Ты за русского замуж выходила, ты чего? А ты не знала? Ну я думала, может у него имя такое странное, может башкир какой-то светленький. А что, в смысле? А что такое? Что такое, ну он же русский. Урысқа келуге сығырма. Урысский у меня потюрма, чтобы. А сама? Башкорт татар болырға тиеш. Понятно? А сама? Это была ошибка молодости. Я не сожалею, он, кстати, очень хороший человек. А прикинь, вот если бы сейчас я бы была русской какой-нибудь. Да, и меня бы звали как-нибудь Даша. Дашка-какашка. Даша, а как твою маму зовут? Миляуша. Много таких браков. Ну, что поделаешь, если любовь. Но гин башкорт татар. Ну, ты сама выходи за башкирным татаром, Да. да? А вот, кстати, я не знаю, как мальчика назвать. Мне мужские имена вообще не нравятся. Да, почему? Я не А знаю. мне, знаешь, какое мужское имя нравится? Аяс? Я, между прочим, хотела сына назвать Аяз. Потом, короче, Зульфиня, когда родила Аяза, мальчика, я сказала: Зульфиня, назови Аяз. Такое красивое имя. Это же Аяз, это означает ясная погода. Не знаю, я хочу... Мне, наверное, нравится что-то типа Карим. А мне тоже. Карим, Кемаль, Не, Карим, короче, красивое имя. да. Камиль.
Камиль, да, тоже Да, красивый. мне Камиль. тоже такие имена нравятся. Карим. Кемаль тоже красивое имя, турецкое. Кемаль. такое. Кемаль. Кемаль интересно, да. Карим, короче, Камиль, а Ага. девочки Ясмина и Айхалу. Да, все, мы имена выбрали, теперь осталось родить, найти потом мужа. Да, у меня 4 детей. Сначала родить, сначала родить, потом найти мужа. Буду мужа по фамилии подбирать, подходит ли он к именам Да, моих детей. да, к именам твоих детей. Хорошей фамилии надо найти, Виталий. У кого, короче, хорошая фамилия, пишите. Да, нам нужен Киев с хорошей фамилией, с красивой, созвучной. А если кто-то тоже шейх Исламов, то, пожалуйста, пишите. Да. Да, это было бы шикарно. А что у нас красивая фамилия? Да. Шейх Исламова. Я вообще бы, мне кажется, если бы мой муж был не против, я бы свою фамилию... Вообще, пусть он мою фамилию берет. Так не будет. Ну, нет, некоторые берут, реально. Да, я вот в ТикТоке видела, девушка сказала, она говорит, мне очень нравится моя фамилия, а она, короче, последняя в роду, мальчиков нет, и все, у нее фамилия вымирает, короче, и она говорит мужу, типа, я твою фамилию брать не буду, Ага. типа, если ты хочешь, можешь взять мою фамилию, но я свою брать не буду, типа, и, ну, можешь мою не брать. Ага. А он, короче, ей сделал сюрприз, он ее фамилию взял, и дети, короче, с ее фамилией. Ой, Прикинь, какой он так ее молодец. любит сильно, прям вообще. У тебя тоже такой муж будет, Аллах верхахадам. Только ты лепка не говорю, Аллах Тагала, бери меня хорошего мужа. Постоянно шайтилягам, будет у тебя хороший муж. Ну, Улясейн так сказала. Если постоянно просить Бога о чем-то, он исполнит. Это правда, между прочим. И так, дорогие. Баба Улясейн рассказала, значит, это правда. Надо верить Улясейга. Итак, дорогие друзья, вот тут у нас овощи уже поджарились, видели, да? Такие румяненькие, сейчас я вам покажу. Румяненькие, почему? Да потому что там дофигище масла, вот видите, такие. Сейчас туда отправляется вот картошка, нарезанная кубиками. Это, короче, получается жаркое с тефтелями. Господи. Я поняла, это просто жаркое с тефтелями, вот и все. Потом, короче, туда добавляется, дорогие друзья, томатная паста. И потом наливаем кипяточек, солим. И ждем, пока картошка немножко подготовится. Бля! Я такая рассказываю, это необычайно интересное, такое прикольное блюдо. А потом вспомнила, это просто овощную рагу с тефтелем. Обычное блюдо, Нянгбаша. А я хотела, думала, какое-то необычное типа блюдо. Давай какой-нибудь день с тобой приготовим какое-нибудь супер необычное азиатское блюдо. Короче, к овощам, овощи у нас приготовились. Добавляем чесночок, друзья, чтобы было ароматненько, вкусненько. Чеснок все равно добавляет аромат блюдам. Мама у нас фанатка чеснока, да? Ой, я вообще обожаю чеснок. Вот, добавили чесночок. Потом, друзья, мы сюда отправляем сразу же вот целый тазик тефтельки, бисмиллахир-рахманир-рахим, которые мы предварительно поджарили. А где ты эти тефтельки взяла? Ну, это вкусно. Это я сама готовлю. Это ты такие тефтельки вкусные делаешь, да? Да, маме вкусненькие тефтельки. Ты же знаешь, что я и котлеты куриные все сама готовлю. Нифига себе. Офигеть. Ты же сама тоже готовишь. Что их готовить-то, господи? Целая огромная кастрюля. Вообще-то я должна была мало приготовить. И, друзья, вот это все мы перемешиваем. Посмотрите. Это, короче, нифига необычное блюдо. Тугель, а овощной рагу просто с тефтелями. Прикиньте. Прикиньте. Шлайн или псала. А я думала, ой, что-то такое необычное. Нифига необычный тугель. Чтобы у нас была такая овощная, густая смесь, я взяла столовую ложку муки, разбавила в холодной воде, и мы заливаем ее сюда, в овощной рагу. Так ее уже мало. Это нормально, вот увидишь. Вот. И получится такая густая смесь. Красивая. И не обожаю! Без рота! Сколько я обоссала. Это обязательно надо говорить. Если так говоришь, вкусно получается. Опять-таки Оля сегодня так сказала. Я маму слушаюсь. Я маму слушаю. Так что ты тоже меня слушайся. Аллах, шикари, мама есть, и бабушка есть, Азали. Это большое счастье, между прочим. Начинаешь это понимать только когда сама стареть начинаешь. Ты еще молодая. Да, ко мне молодые парни приставать начали, понятно. Где? Ну, фоткались просто.
Ну, фоткались просто, приставать начали. Ну чё, раньше же не фоткались, а сейчас фоткаются. Раньше женщины только со мной фоткались, а сейчас мужчины начали. Значит, я ничего. Ого-го. О, боже. Все, дорогие друзья, смотрите, вот такое вот блюдо. Овощное рагу с тефтельками готово. Очень красивое. И посыпать свежей зеленью. И все, будет вкуснятина. Сейчас Азалия будет у нас дегустировать. Вот. Видела, какая она Да. загустевшая? Вот надо так делать. Ты учись у меня, ладно? Потом я буду тебе звонить такая: мам, как приготовить это? Мам, где взять красную воду для борща? О, вот такое офигительное блюдо. Мне кажется, даже папе понравится. А я ему суп-лапшу приготовила. А вас ни на что не наталкивает мысль, что каждый раз, когда мама готовит какое-то блюдо на вечер, она никогда его сама не ест? Что же за этим может скрываться? Скажите, пожалуйста. За этим скрывается то, что я не могу есть вечерами. Потому что Лясейн сказала, оказывается, желчь вырабатывается только до 6 вечера. Поэтому, оказывается, я не могу есть. И вот такое, друзья, инстаграмное, красивое, яркое, сочное, овощное, ароматное блюдо с тефтельками получилось. Ух. Одним укропом пахнет. Одним укропом. Давай продегустируем. Сейчас мы будем пробовать мамино блюдо. Горячо. Прикольно. Горячо, говорю. Вкусно. Вкусно, да? Угу. Конечно. Кто готовил? Ты. У моей мамы всегда самые вкусные блюда на свете. Спасибо, Котова. Спасибо, зайчик. Это все его любят. Знаешь, для меня вот эти твои слова сколько значат. Тебя люблю, Котом. Спасибо. Ты хвалишь мою стряпню. Куда бы я ни поехала, где бы в гостях я ни была, я всегда скучаю по маминой еде. А я долгое время скучала по Лясейн еде. Да? Не по моей маминой еде, а по Лясейн. Потому что, как ты знаешь, Лясейн готовит слишком все ПП. Без соли, без масла. По ее еде я нифига не скучала.